Давайте обсудим, как проходила перепись населения во второй половине XX века в Башкортостане. Дамир Абы, вам слово. Ну, вообще, советской переписи весьма интересный феномен, толком не изучен, кстати. Ну, вроде бы материалы опубликованы, а вот что за ними находилось, изучено не очень хорошо. А ведь к советским переписям тоже составлялись списки народов. Многие из них опубликованы, разные версии были. Мы даже знаем, скажем, что в постсоветской России к переписи 2002 года появился новый список народов, где у татар аж 45 единиц переписных были выделены. Это в этом кодификаторе? Да, кодификатор. То есть такие подходы в советский период тоже существовали. Там как бы народы вычленялись, но каждый раз там свои проблемы были. Вот мы уже об этом начали говорить. Но на самом деле в ходе советской переписи тоже выявились очень интересные, в том числе и этнические процессы. Например, я читал, в 80-х годах была написана одна работа, чисто демографическая, московским исследователем, где он фиксирует, что в 80-х годах 300 тысяч татар были ассимилированы, он написал. Но, правда, он не знал, что происходило в Башкортостане, он по общим данным такой результат вывел. А когда конкретно заглядываешь вовнутрь, в кухню, так сказать, вот этих процессов, там этого демографа можно критиковать, потому что он по внешним параметрам только взял результат. И еще специально надо сказать, что надо обязательно принимать во внимание, когда изучаешь переписи второй половины 20 века в разных республиках, и процесс нациестроительства. Вот, например, по Башкортостану наблюдается очень интересная картина. Первые лингвистические экспедиции в Башкортостане были в 20-х годах, когда было четко выяснено, что северо-запад Башкортостана говорит полностью на татарском языке, экспедицию установили. И тогда произошло как бы размежевание языковых зон, и башкирский литературный язык оказался обслуживающим, так сказать, юго-восток Башкортостана. И потом после этого вроде бы проблемы исчезли, но хотя мы в некоторых обкомовских документах Башкортостана 30-х годов видим, что башкирский обком партии выражал недовольство тем, что во многих школах господствует татарский язык. То есть проблема существовала, стало быть. И потом пошли сталинские репрессии, и вопрос как бы исчез. Всех подровняли под одну гребенку, был жесткий контроль. Однако, как только сталинский режим начал клониться к упадку, в начале 50-х годов мы видим, в Башкортостане появились новые лингвистические экспедиции, представители которых начали говорить, вообще-то на северо-западе тоже башкирский язык должен быть. Начали искать, хотя наиболее крупные башкирские лингвисты, известные, они все время говорили, что там татарский язык. Но вот некоторые, Байшев ее фамилия, некоторые лингвисты сказали, нет, там надо пересмотреть. Это о чем говорит? По мере ослабления сталинского режима на местах оживились процессы нациестроительства, и лингвистические повороты тоже возникли. Как бы в республиках сложных типа Башкортостана возникла идея присоединить к общему башкирскому телу еще ряд групп, как бы расширить свою нацию. Конечно, такие процессы не могли не отразиться и на умах обкомских работников, правивших Башкирии тогда. И я думаю, что это отразилось и на переписных данных, начиная с конца 50-х годов. Вот первая перепись Советского Союза после войны была в 1959 году, потом 70-го года перепись, 79-го, и на самом уже упадке СССР в 89 году. Вот 4 переписи мы имеем. И анализ всех этих переписей может привести к весьма интересным результатам. Вот Ильнар Гарифуллин сидит здесь, он занимался современным Башкортостаном, поэтому может рассказать некоторые интересные детали вот этих процессов. То есть, Ильнар, мы начинаем разговор с переписи 1959 года, то есть это первая перепись после войны и после Сталина, получается, да? Да. Эта перепись тоже весьма интересна, так как именно в переписи 1959 года мы наблюдаем самые первые признаки фальсификации переписи. На чем они основаны? В
первую очередь на том, что если сравнивать данные переписи 1959 с предыдущими советскими переписями 1926 и 1939 года, мы там видим резкий всплеск численности башкирского населения и в то же время уменьшение по отношению к нему численности татарского населения. Как раз это тоже в том числе было связано с тем, что говорил Дамир Мавлевич, а именно о том, что вдруг появилась эта теория о якобы северо-западном диалекте. Но здесь тоже надо немного уточнить. Теория о северо-западном диалекте ввел в научный оборот башкирский лингвист Таир Баишев. Он был, скажем так, единственный в своем числе на тот момент. И он ее вывел, эту теорию, на основании своих якобы лингвистических этнографических экспедиций конца 40-х, начала 50-х годов. А этих экспедиций не было? Эти экспедиции были, но здесь самое интересное, этот же самый человек, Тагир Баишев, он уже был на тот момент, скажем так, опытный ученый, и он уже не первый год работал в этой сфере, и в 30-е годы он проводил аналогичные лингвистические экспедиции по западной части нынешнего Башкортостана. И самое интересное, в 30-х годах он никакого диалекта там не обнаружил. То есть он там отмечал, что здесь население разговаривает на татарском языке. То есть он молодым ученым был искренним Да. человеком науки, а уже когда стал более взрослым ученым, он уже под конъюнктуру подстроился? Нет, он понял, куда ветер дует, и подстроился под новый ветер нациостроительства Башкортостана. Это было связано с выходом одной из статей Сталина о вопросе языкознания и нациостроительства. А мы знаем, что на тот момент, в советский период, статьи Сталина или его какие-то там выражения, даже случайные выражения, воспринимались уже обкомовскими секретарями на местах как приказ к определенным действиям. Вот самое интересное, Тагир Баишев 30-е годы ездит по Западному Башкортостану, он отмечает, что здесь население разговаривает на татарском языке, а уже буквально через 15 лет, в начале 50-х, он опять проезжает по этой территории и вдруг обнаруживает северо-западный диалект башкирского языка. Естественно, мы, все нормально мыслящие люди, понимаем, что здесь дело вмешалась конъюнктура. Но далее, в конце 50-х годов, как мы знаем, началась эпоха с приходом Хрущева некоторые оттепели, и другие башкирские ученые, историки, лингвисты, они, скажем так, получили возможность для уже отстаивания своей позиции, и поэтому в то же время, уже в начале 60-х, тоже под влиянием этой хрущевской оттепели, вот эта теория Тагира Баишева о северо-западном диалекте башкирского языка была полностью разгромлена. Самый авторитетный на тот момент, и я думаю, даже на сегодняшний момент, башкирский историк Билал Юлдашбаев, скажем так, в научной компетенции, у которого ни у кого не вызывает сомнений, или самый известный башкирский лингвист Джалиль Киикбаев, они все раскритиковали эту теорию. Этот вопрос был обсужден на множестве возможных научных практических конференций, симпозиумов. И уже 60-е годы было официальное постановление от лица вот именно ученых, работавших в Уфе, в Башкортостане, что никакого северо-западного диалекта башкирского языка не существует, что это население, вне зависимости от того, это татары, либо там татароязычные башкиры, они все разговаривают на татарском языке. Но несмотря на это, тем не менее, эти разговоры об этих диалектах, они, естественно, тоже повлияли на политику, которую проводили обкомские власти. Поэтому в 1959 году мы видим, впервые проводится фальсификация переписи. Извини, пожалуйста, так что здесь я должен одно уточнение ввести. Значит, я являюсь учеником Соломона Ильича Брука, известного этногеографа. Он был замдиректора института этнографии. И он был руководителем групп, которые составляли этническую карту СССР. После каждой переписи эти карты немножко подновлялись. И вот поэтому институт этнографии имеет большую базу данных этнического состава населения СССР по населенном разрезе. И вот когда я был аспирантом там, с 1977 по 80 год, я заглянул в эти дебри и для себя выписал список населенных пунктов татарских по ряду ключевых районов, в том числе по Башкортостану. И я тогда еще обнаружил, что в 1959 году есть расхождение с этническим составом предыдущего периода в сторону башкиризации. То есть действительно процесс был начавшимся. Констатирую этот момент. И именно в переписи 1959 года мы видим, что многие те села, которые были записаны в 1926-1939 годах, население, которое было записано как татарское, оно вдруг уже в 1959 году получается как башкирское. Если мы, допустим, даже перейдем к конкретным цифрам, то, допустим, если сравнивать вообще вот в переписи второй половины 20 века, вплоть до переписи 1989, то, к примеру, если в 1926 году вот, в западной части Республики Башкортостан
там было всего 31 башкирское село, то уже к 79 году это 31 село увеличивается до 366. То есть более чем в 10 раз количество башкирских сел увеличилось в западной части Республики Башкортостан. И самое главное, я думаю, многим интересно будет нашим зрителям, в том числе из Башкортостана. Вот одним из героев Великой Отечественной войны, который тоже прославил выходцев из Башкортостана, это был Александр Матросов. Благодаря изысканиям краеведов башкирских было установлено, что он был родом из села Кунакбаево Учелинского района. Так вот, очень интересно. Село Кунакбай из Кунакбайского сельсовета. И по переписям 1926 и 1939 годов население у них записано как татарское или татаро-типтярское. Но уже начиная с переписи 1959 года, это село было записано как башкирское. В 59-м, 70-х, 79-х оно уже числилось как башкирское население. В это же время в селе Кунакбаево и остальных селах Учелинского района, вот после фальсификации переписи, в качестве родного языка вводится уже башкирский. И на сегодняшний день, съездив в этот Учелинский район, мы видим, что население, несмотря на то, что у нее помнит о своем татарском происхождении, но уже язык у них изменился именно из-за того, что в течение 50 лет им преподавался башкирский язык в качестве родного. И язык у них сейчас, скажем так, переходной между татарским и башкирским. Суржик, что ли, Да, получается? некоторый суржик, да. Это как раз показывает тот момент, когда вот нам говорят, что перепись, на что она влияет? Типа, ну, записали там татарам, башкирам, какая разница? А вот разница такая, что вместо татарского языка вводится башкирский язык в качестве родной, именно на основе на данных фальсифицированной переписи. И затем в течение десятков лет, если преподается язык, это не одномоментно происходит, естественно. Десятков лет этот язык меняется. Поэтому, когда тоже башкирские политтехнологи на сегодняшний день выдумывают теорию, что якобы там приехал какой-то учитель татарского языка в башкирское село, ввел татарский язык каким-то непонятным образом, да, и уже население вдруг там по мгновению волшебной палочки стало башкирским, точнее забыло о своем башкирском происхождении, стало татарским и перешло на татарский язык. Вот на примере Учелинского района мы видим, что да, язык меняется, но для этого нужны долгие-долгие десятки лет, и даже изменение языка не влияет на изменение этнического сознания. Татары, живущие в современном Учелинском районе, они помнят о своем татарском происхождении. Сталин умер, болты стали обратно раскручиваться, наступает оттепель, Хрущев приходит. А почему вдруг политика-то башкиризация началась, и мы это видим? Тенденция, она же началась уже в сталинское время, на самом деле. Мы тут все-таки должны понимать, что вот эти, скажем так, волны, которые идут из Москвы, из столицы, они с некоторым опозданием доходят до регионов, тем более во время хрущевского оттепели, тогда, когда все-таки была некоторая свобода, но свобода это не означает, что обкомовские работники, они сами вдруг решили изменить свою политику. Они могли ее изменить только под влиянием настроения общества. Естественно, все-таки это имело свое влияние. И поэтому в 1959 году все-таки тенденции были, которые, скажем так, начаты в сталинское время, именно в отношении переписи населения, они все-таки возымели свое действие. Начало 60-х это опять-таки продолжение оттепели, и поэтому перепись 1979 года в принципе проходит более-менее в демократичных условиях, и мы здесь опять видим всплеск численности татарского населения. В 1979 году уже перепись была сфальсифицирована. Вот, извиняюсь, тут надо небольшое добавление сделать. Вообще 60-е, 70-е годы характерны тем, что в Советском Союзе начался более интенсивный процесс нациостроительства. Это вот видно по Татарстану тоже, по Башкортостану. Выезжали много экспедиций, собирали фольклорный материал, публиковали все это, как бы вливали национальный дух во все эти вещи. Потом создавались труды, происхождение народов, этногенез народов. Каждый старался доказать, что здесь вот народ древний, он имеет местные корни. В общем, это стандартные элементы нациостроительства, но советского типа. Потому что во время Сталина, этот процесс начался еще раньше, в 20-х годах, но во время Сталина был прерван процесс, а потом, вот, когда демократизация произошла, даже некоторая, это позволило вот раскручиваться этому процессу нациостроительства. Поэтому здесь даже ученые работали как бы, если не по прямому, то по косвенному политическому заказу. Вот я, например, знаю, что Равиль Гумерович Кузеев, который очень дружил с обкомовскими работниками, особенно с некоторыми, он явно ориентировался на обкомовское настроение по поводу того, что вот башкиры древний народ, который здесь все время жил, и они имеют здесь мощные корни, что на западе Башкортостана тоже башкиры должны быть там, что вот как бы массу усиливать там. И Кузеев действительно нашел там множество башкирских племен, родов,
это было опубликовано и в более ранних, и более поздних его трудах. То есть здесь существовал определенный вот такой исторический контекст, в рамках которого нам надо рассматривать и чисто демографические вот переписные вещи. Это, как бы сказать, неизолированные явления. Да, то есть история, грубо говоря, она стала некоторым подспорьем для того, чтобы увеличить численность башкир и, в свою очередь, уменьшить численность татарского населения в Башкортостане. Вот, чтобы далеко слишком не ходить, наши некоторые, скажем так, башкирские оппоненты, да, в лице миссионеров говорят, что, мол, перепись 1989 года, которую мы называем эталонной, потому что она проходила в условиях демократизации, она якобы сильно отличалась от переписи предыдущих периодов. Да, она отличалась от переписи сфальсифицированной 1979 года, про которую мы расскажем немного позднее, но она идет полностью в русле тех переписей, которые проводились до 1979 года, то есть 26, 39 и даже 70 годов и так далее. Я подтверждаю это, потому что списки народов были те же самые, подходы методические были те же самые, вот общесоветские, принятые в более раннее время, то есть стандартные переписи шли друг за другом. Вот, к примеру, я маленький пример приведу. По переписи 1939 года башкиры в Башкортостане составили 671 тысячу человек, татары 777 тысяч. То есть татары были уже в подавляющем большинстве по отношению к башкирам и были на уверенном втором месте по численности после русских. Идем к переписи 1959 года. Здесь уже башкиры составили 738 тысяч, а татары 769 тысяч. То есть разница уже стала очень маленькой, но все равно татары были, скажем так, на втором месте, башкиры на третьем. По переписи 1970 года башкир было 892 тысячи, а татар 945 тысяч. То есть, опять-таки, везде мы видим, что татары составляли второе место по численности. И поэтому говорить о том, что перепись 1989 года, она каким-то образом выбивалась из контекста прошлых переписей, что она, не знаю, такое уникальное явление, нет. Она просто отразила реальную численность населения, и, в принципе, она идет в том же русле, которым шла до этого. Теперь, если возвращаться к переписям более позднего периода, то максимальную фальсификацию в советский период мы видим по переписи 1979 года. Здесь очень интересный момент. Помимо вот озвученных тезисов о том, что и башкирская академическая наука в лице Раиля Кузеева поработала над тем, чтобы, скажем так, повысить башкирское самосознание, да, то есть некоторую пропаганду башкирского этнического начала вести в рамках республики, здесь имели место и прямые фальсификации. Это мы сейчас говорим не только на основании вот этих статистических изменений. Здесь вот есть два момента. Я сейчас начну с первого момента, а именно с признаний на тот момент, 70-е годы, второго секретаря башкирского обкома КПСС. Это Тагир Ахунзянов, да, секретарь по идеологии, или его раньше еще называли вторым секретарем башкирского Большой обкома друг КПСС. Раиля Кузеева. В том числе, да. Вот так вот, в 2002 году он дал большое интервью под названием «Идеолог» для газеты «Татарстан Яшляр» на татарском языке. Вот некоторые выдержки из этого интервью я сейчас вам приведу, переведя их на русский язык. Тагир Ахунзянов говорит: «За годы моей работы численность башкир с 650 тысяч выросла до 950 тысяч, то есть он говорит на 300 тысяч человек. А я напомню, что Тагир Ахунзянов был вторым секретарем башкирского обкома примерно с конца 60-х до 87 года. Во время переписи я говорил: у нас народ не знает, какой национальности, не надо допытываться. Есть же хорошие книги, отражающие результаты прежних ревизий, то есть ревизских переписей 18-19 веков. Вот если то или иное село раньше было записано башкирами, нечего ковыряться, говорю, запишите его население башкирским. На язык не смотрите, язык не определяет национальность. И тут же дальше в том же интервью, немножко в другом месте, в качестве своих дополнительных, скажем так, фактов, он приводит такой довод. Один из секретарей Бураевского райкома, то есть это Бураевский район Республики Башкортостан, в ходе переписи докладывал Тагиру Ахунзянову по телефону, что, вот как прямая цитата Тагира Ахунзянова: задание обкома по числу башкир не только выполнено, но и перевыполнено на 15%. То есть второй секретарь башкирского обкома КПСС сам своими словами напрямую признает, что по переписи 1979 года он фальсифицировал ее данные, и башкирский обком в его лице, и в лице Мидхата Шакирова спускал прямые планы по численности башкирского населения в местные райкомы и горкомы Республики Башкортостан. Есть еще один интересный факт. Прерву. Почему он дал такое искреннее интервью, чистосердечное признание татарстанскому
татароязычному СМИ. В чем его двигало-то? Зачем он в этом признался? Это же манипуляция. Но я думаю, он хотел обелиться от грехов, избавиться в будущее. Совесть мучила? Да, Да, ну, я думаю, да. Вспомним, это 2002 год, начало новой переписи. Да. Тагир Ахунзянов уже человек преклонных лет, он уже пенсионер, то есть человек полностью независимый от государства. Также он был этническим татарином. То есть Он еще и сам татар. Он Да, татарин, сам да. татарин. Он писал, даже более того, скажу, он в молодости писал, был писателем татарским, то есть писал некоторые там произведения, стихи и так далее. И поэтому, в принципе, татарская составляющая его внутри была. Но, возвращаясь к мотивации этих людей, которые фальсифицировали перепись 1979 года, уменьшая численность татар, повышали численность башкир, мы должны понять, что они делали это не осознавая себя в первую очередь членами Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, членами Башкирского обкома. То есть перво-наперво для них было важно, что они коммунисты. И поэтому они перед собой ставили цель для того, чтобы ту цель, которую перед ними ставила партия. А именно, в 60-е годы возникли такие разговоры после статей в журнале «Вопросы философии», что в тех национальных республиках, где доля титульного этноса составляет около 20 и менее процентов, там целесообразно сделать из этих национальных республик национальные округа, национальные автономии и так далее. То есть снизить так и так статус вот этих национальных республик. А напомню, в среднем по этим переписям 70-х, 39-х годов башкир составляли около 21% населения. То есть как раз они проходили по лезвию вот этого ножа. И, естественно, Мидхат Шакиров и Тагир Ахунзянов, они, будучи обкомскими работниками, они были заинтересованы в том, чтобы численность башкир повысилась, для того, чтобы Башкортостан не потерял статус своей автономной республики. Это был очень важный момент, и они, естественно, ими руководствовались. Но помимо вот признания самого Ахунзянова, я еще приведу еще другие статистические, скажем так, факты, которые подтверждают именно фальсификацию переписи с 1979 года. К примеру, вот в книге Давлетшины «Татарское население Башкортостана. Этнодемографическое исследование», выпущенное, подчеркну, в Уфе в 2001 году. Эта исследовательница работала в Институте истории языка и литературы, то есть это не Казань, чтобы нас сразу не обвинили в том, что мы фальсифицируем данные. Так вот, по рождаемости в 1979 году рождаемость у татар была 18,3 промилле на 1000 человек, у русских 15,4, у башкир 17,9. Короче, То есть у татар рождаемость была намного выше. Плодились как могли. В 1985 году то же самое, у татар 23,8, у башкир 22,1. То есть опять-таки, и эта тенденция продолжалась с прошлых времен. То есть опять-таки тоже здесь говорить о том, что численность башкир росла в переписи 79-х годов только из-за того, что у них была якобы высокая рождаемость, нет. Мы видим, что в Башкортостане татарские женщины, да, грубо говоря, рожали гораздо больше детей. Извиняюсь, Шах и мат. партийная власть разработала операцию. Рождаемости у коренного народа, как они считают, только башкиры нету. Дела плохи. И надо откуда-то взять для башкир демографический потенциал. И вот они придумали ход. Прямую фальсификацию переписи. И поэтому, когда вот, еще раз напомню, в 1987 году власть в Башкортостане сменилась, именно в первую очередь благодаря тому, что на руководство Башкортостана в лице Мидхата Шакирова поступило огромное количество писем с претензиями, жалобами от населения самой республики Башкортостан. Это были претензии, касались как авторитарного стиля правления Мидхата Шакирова, так и в первую очередь той национальной политики, которую он проводил. Значит, извиняюсь, я должен здесь добавление сделать. Так как я был не прямым участником этих процессов и даже, как бы сказать, сочинял справку для ЦК КПСС, я могу сказать, что из Москвы приехал специальный представитель Аркадий Солодовников из ЦК. Он в Казани работал, потом в Уфу поехал, готовился материал для пленума ЦК по этим делам. Жалоб было действительно много, он нам сказал во время разговора. Он и у Хакимова побывал, со мной тоже разговаривал. По просьбе его и начальство ИАЛИ тоже был заинтересован в такой справке. Я написал специальную справку, используя материалы, которые собрал еще в Институте этнографии, когда был аспирант, вот, по населенным пунктам. И я как раз показал изменения по ситуации по отдельным переписным годам, вплоть до 80-х годов, но еще материала переписи 89-го года не было, но вот с 59 по 79 год и более ранние периоды. И тогда, когда я все вычислил, я сам даже ужаснулся.
там 373 населенных пункта из татарского были перекованы башкирские. Я вот Солодовнику это вручил, он с этой справку потом поехал в Уфу, и я думал, что эти материалы были использованы, когда пленум обкома шел. При пленум ЦК КПСС был. Есть версия от наших оппонентов, что во время вот этой переписи, которую мы считаем эталонной, да, на власти Башкирии оказывалось давление. Они это считают давлением. Вот эти вот жалобы, на основе которого Москва решила все-таки наконец разобраться в этих татаро-башкирских делах. Откуда она появилась, вот эта жалоба? Откуда этот массив? Что это за люди писали? Ну, на самом деле, это теория, а якобы о том, что на власти Башкортостана якобы оказывалось какое давление, и они якобы власти Башкортостана сфальсифицированы данные 89 года переписи, она появилась в середине 90-х, а именно в середине 90-х и в начале 2000-х, в период подготовки к переписи 2002 года. К примеру, на втором съезде Всемирного Курултая Башкир в 2002 году ее председатель этой организации Нияз Мажитов, известный археолог в Башкортостане. У которого родственники татары. Да, родственники татары. Он сам татарином был, на самом деле. И которые, да, ну это очень интересный разговор на самом деле, и который пытался доказать, что в Уфе 1500 лет. Так вот, он впервые на заседании съезда этого исполкома Курултая Башкир в 2002 году, он впервые озвучил эту теорию, что якобы, вот процитирую его речь, райкомы КПСС, исполкомы районных и местных советов западных, северо-западных районов и сотрудники вместе с ультрарадикальными активистами Татарского общественного центра и представителями группы татарских общественных национальных организаций, приехавшими из Татарстана, при попустительстве и полной поддержке руководителей республики взяли под свой контроль подготовку и проведение переписи 1989 года. Они свободно проводили шумные митинги, встречи, ходили по дворам, используя лозунги в северо-западных районах «Нет башкир», «Татары, Мишары» и так далее. Вся эта кампания имела поддержку местных органов власти, повсюду создавалась обстановка запугивания, массового увольнения с работы людей, неугодных местным руководителям и экстремистам, так как политическая власть на местах контролировалась ультрарадикальной антибашкирски настроенным руководством. Башкирская общественность не смогла занять твердую позицию по защите собственных интересов. То есть в начале 2000-х годов появилась эта теория. Но, может быть, мы действительно можем поверить, что вдруг Нияз Мажитов говорит правду, и действительно такая проблема существовала. Но, напомню, в 1989 году уже на тот момент Башкирское национальное движение оформилось, то есть у башкир было свое представительство, были общественные организации. И что же в 1989 году, как же они реагируют на то, как проводится перепись? В том же 1989 году один из основателей Башкирского национального центра «Урал», это самая главная башкирская общественная политическая организация, историк Марат Кульшарипов, в статье, специальной статье и потом в обращении первого съезда вот этого организации в 1989 году говорит, что по результатам переписи 1989 года наблюдается катастрофическая демографическая ситуация для коренных жителей, то есть для башкир. И он это связывал с урезанием экономических и политических прав республики, а также с плохой экономической ситуацией. То есть, поясню, он конкретно говорил о том, что, по его мнению, Кульшарипов, что просто плохая экономическая ситуация, и поэтому башкиру якобы уезжает из Башкортостана, и из-за этого башкир стало меньше по переписи 1989 года. Когда вот уже в 2000-х люди типа Маджитова и прочие начали вопить, что там нарушения были, там надо вот иметь в виду, что в 1989 году действительно был один момент специфичный для Башкортостана. У них старая обкомовская система претерпела очень большой крах. Скажем, в отличие от Татарстана, у них даже не удалось из обкома переместиться в новую властную систему. Там она заново была построена. И из-за этого партийные органы, которые раньше привыкли манипулировать этими переписными данными, манипулировать не смогли в Башкортостане. То есть там была нормальная демократическая перепись проведена, ну, 100%. То есть это не только Москва надавила, они Да. еще и сами между собой не организовались. Да. Они перепись провели, но результат, как раньше, не проконтролировали. А раньше такой контроль осуществлялся в определенных целях. Вот из-за этого перепись 1989 года, она действительно объективная, реальная перепись показала реальную картину. И как в условиях перестройки демократизации общественной жизни можно вообще проводить фальсификацию переписи или давление на население? Это же невозможно, потому что любой такой факт, особенно после разгрома Мидхата Шакирова и разгрома башкирского обкома КПСС, оно стало бы сразу достоянием общественности. Мы об этом узнали не только со слов Башкирского национального движения, которое, как мы видим, абсолютно об этом не говорило в 89-м, но и со слов других демократических газет, которые или других демократических партий движений, которые уделяли очень
очень большое внимание национальному вопросу в конце 80-х, начале 90-х. Нет. Мы видим, что как раз наблюдался консенсус всех сил относительно объективности данных 89 года. Есть еще один интересный статистический еще факт. К примеру, по переписи 1979 года мы видим, что среди башкир 64,5% признал родным башкирский язык, а по переписи 89 года таких людей стало уже 75%. То есть мы видим, что доля тех башкир, которые признали родным языком башкирский, оно увеличилось на 10%. Это как раз показывает тот факт, что те люди, которые были переписаны в 1979 году, помимо их воли, башкирами, вновь стали татарами. И на самом деле это даже было в плюс башкирскому народу, потому что, получается, людей с башкирским родным языком среди башкир стало гораздо больше. То есть, грубо говоря, башкирская нация стала, наоборот, более сплоченной, более, скажем так, однородной этнически. И это, в принципе, даже являлось плюсом для самого башкирского народа. Но у властей были другие планы. И вот мы об этом, может быть, сейчас специально поговорим в дальнейшем. Просто понемножку в Башкортостане установился новый режим, новая система, и она была этнократически направленная, в отличие от Татарстана, скажем так. Башкирской власти после перехода к власти Рахимова, они решили, что надо в основу власти системы положить только один этнос, башкирский этнос, и при этом необходимо было провести ряд манипуляций, чтобы башкиры, вот, которые признаются главным народом здесь, не только просто коренным, но политически ведущим, надо их сделать и демографически с большей массой. И вот в процессе формирования новой идеологии уже современного Башкортостана там были произведены дальнейшие манипуляции с переписными данными 2002-2010 годов, но об этом отдельно поговорить надо. Ну а сейчас, в принципе, мы разобрались, как на самом деле татар переписывали в Башкортостане во второй половине 20 века. За очень интересную беседу. Спасибо вам.